Жертвы идут. У нас на прошлом дне погибло 2 человек, 12 раненых. Сейчас уже раненые появились, убитые. Около 100 обстрелов. Так, сейчас на линии соприкосновения. То есть перестрелки идут постоянно. И сейчас, тем более, это в связи с тем, что вынуждают украинскую армию, вынуждают на ответный огонь. Потому что у нас, например, есть город таким хорошим, такой красивый город с красивым названием. Город счастья. Представляете? Город счастья. Да. На украинском языке счастье. Так. На русском счастье. Там находится электростанция, так, которая запитывает как сторону неподконтрольную, так и украинскую сторону. Эта электростанция была обстреляна со стороны российских оккупантов, попало несколько снарядов, в результате станция прекратила свою работу. То есть несколько городов остались без остались без электричества. Да, это серьезнейшая, это просто колоссальнейшая проблема. Это реально колоссальнейшая проблема. В результате точно так же были обстреляны фильтрационные станции, то есть, которые обеспечивали водой десятки населенных пунктов. Так, и это сделано сознательно. Так, при том, что эти станции обеспечивают, повторяю, и подконтрольную сторону, и неподконтрольную сторону. То есть они специально это делают. Зачем? Они стреляют, это ж в интернете это много есть, и фотографий, и свидетельств о том, что они ставят самоходные орудия или артиллерию вплоть очень близко до жилых домов, так, рассчитывая, что снаряды прилетят в ответ. Так. Но поскольку сейчас очень четко это есть станции, которые определяют, откуда стреляет артиллерия, так, украинцы огонь не открывают. Потому что для того, чтобы избежать обвинений в том, что мы стреляем по мирному населению. Попытка просто для того, чтобы начать атаку. Но, в принципе, украинская армия готова к такому развитию событий. Но сейчас очень важно мнение западного мира, да, который бы видел, что Украина не хочет воевать, что она пытается решить это все дипломатическим путем, но надежды на дипломатию все меньше и меньше. Это надо осознать. Понимаете? И надо быть готовым к войне. Но в последнее время, последние несколько дней, мои коллеги, которые уже, как только появился закон и начали формироваться части территориальной обороны, так, я работаю в Институте истории, мои коллеги начали вступать в территориальную оборону, чтобы быть готовым к защите. Они проводят тренировки, они проводят стрельбы для того, чтобы быть готовым. Вчера в военкоматах у нас очень много информации, тоже можете проверить, это есть, в киевских военкоматах появились очереди. То есть люди записываются в тероборону, люди записываются в армию, поступают на контракт. Это серьезная вещь. И третий момент. Сегодня был подписан приказ президента о призыве контрактников, в первой очереди резервистов. То есть для того, чтобы пополнить боевые части, развернуть их до боевого штата, потому что мы ожидаем вторжения, продолжения вторжения, вернее, не вторжения, а продолжения вторжения. Вот это серьезные вещи, это надо осознавать. Мы осознаем эту опасность. Сейчас идет разъяснение людям, кто куда должен ехать, бежать, если в случае чего, куда вывозить семьи, куда бежать. Потому что много неразберихи. Некоторым людям некуда бежать. Вот реально, там, эвакуироваться, куда бежать. Да? Вот семьи, все переживают за семьи, как они останутся.
что с ними будет. Вот это много нерешенных вопросов. Это понятно, потому что как бы мы не готовились, не пытались готовиться к войне, ну, в войне никто, ни одна страна 100% никогда не будет готова. Так, тем более мы всегда надеялись на мирное решение вопроса. К сожалению, этого не получится. И мое мнение, что война будет продолжаться и будет долго. Она будет длительной. Определенных 30 лет независимости мы постоянно утверждали, что да, мы с русскими братья, мы с русскими такие вот люди, которые всегда очень близкие по своим отношениям, что у нас никогда в голову бы не приходило то, что мы можем каким-то образом предъявлять друг другу претензии. То есть в голове ни у кого не укладывалось. И люди, которые нам всегда утверждали и говорили о том, что мы будем воевать с русскими, так это, ну, у нас считались это люди, которые, ну, маргиналы, да, они не совсем нормальные. Когда мы говорим о ситуации с Крымом и Донбассом, так, особенно сейчас, где донбасская тема для нас стала очень, опять же, больной, так, если Крым как-то мы не поднимали этого вопроса в политической ситуации, потому что понимали, что это долгосрочная перспектива, то на Донбассе у нас постоянно была война. Так, практически каждый день гибли люди. Так, то есть, и никто не мог понять, почему, зачем это, какие политические или другие цели кто-то преследовал. У нас очень вбросы были большие о том, что идет война между олигархами, то есть между там Порошенко и там российскими олигархами, да, что все на войне наживаются. И вот оказалось, что это центральная цель. Вот, внимание, центральная цель. Оказалось, нет, это не центральная цель. Каждый из этих действительно были люди, которые наживались на войне. Так, но центральной целью было уничтожение Украины как государства. Понимаете? И вот недаром, допустим, почему я всегда говорю о том, что нужно понимать, там, крепить армию, провести самоидентификацию. Мы за 30 лет не все население осознало себя украинцами. Понимаете? Они могут быть русскими, киргизами, татарами, кем угодно. Но как политической нации, так, у нас практически не произошло. У нас это начало происходить с 2014 года. Когда, вернее, даже с 13-го, когда у нас произошел очередной этап, как я говорю, революции, так, революции достоинства. И именно это подтолкнуло, когда нам начинали говорить российские лидеры, что зачем вам Европа, ведь мы же есть, вот мы. И многие люди начали говорить, да, вы есть, вы вроде бы и похожи и по вере, и похожи по каким-то ментальным вещам. А что вы можете предложить? Вы можете предложить лучший вариант социального развития, реформ, технологий. Оказалось, нет, не могут предложить. То есть этого нет. Все, что мы хотим, как мы хотим жить, все эти кальки, все эти примеры находятся в Европе. И мы хотим тоже это. Мы тоже так хотим жить. Спокойно. И проблема, знаете, еще у нас, вот у нас Донбасс был немножко законсервирован. Это целая такая проблема была. И было сложно, потому что пророссийские лидеры всегда были в руководстве страны. И, по моему мнению, это сыграло большую роль в том, что у нас вот и происходила такая немножко консервация вот этих пророссийских тенденций. Но когда с этим мирились, с этим каким-то образом подходили, ну, оно не мешало, в принципе, житью повседневной жизни каждого человека. Но когда стал выбор
между российским путем развития, то есть диктаторским, ну все же ездили тоже в Россию, все видят, что да, Россия там армию строит. Так, когда в Европе строят детские сады, строят больницы, усовершенствуют систему образования, дают возможность развиваться мелкому предпринимательству, то в России растет армия, растет флот, растет крупный бизнес. Мелкий бизнес практически весь находится под жестким контролем, и этим сложно заниматься. Поэтому вот этого никто не хотел. Понимаете? И когда был шаг сделан, прямой шаг сделан в Европу, попытка, началось давление. Понимаете? И до вот этих событий людей, которые хотели идти в НАТО, было минимальное количество, была треть. Сейчас больше половины. Потому что, опять же, они видят, что это гарантия. Рухнул Будапештский меморандум. То есть сейчас в мире людей, которые имеют страны, которые будут которые хотели бы отказаться от ядерного вооружения, уже не будет идиотов таких. Потому что они видят, что гарантии не работают. Гарантии появляются только тогда, когда появляется какое-то сообщество, ну, в виде НАТО, например, которое действительно может гарантировать безопасность. Вот и все. И поэтому вот сейчас потому такое пошло движение. И повторяю, Путин спровоцировал, еще повторюсь обязательно, потому что это центральный момент, самоидентификацию. Когда русские и русскоязычные начали говорить: я украинец. Ну, как-то так необычно было. Так? Когда крымские татары начали говорить: мы граждане Украины, мы украинцы. То есть, хотя по происхождению он татарин. И не всегда он хорошо говорит на украинском языке. Так? Но, тем не менее, он идентифицирует себя как украинец. Вот это наибольшее, самое большое достижение на протяжении последних 30 лет. Я вам хочу сказать одну вещь. У нас есть несколько хороших социологов, так, которые очень много общались с людьми. У нас пока еще была возможность пересечения вот этой зоны разграничения, да, работали контрольно-пропускные пункты, спокойно работали. Так, это было достаточно серьезно, и они сидели, работали, разговаривали с этими людьми. Социологи. Они хотели понять, что реально происходит там. То есть насколько русский мир был впитан вот в этот русский мир, не русский украинский мир, да, который там создавался 30 лет, там не 30 лет, 25 лет создавался, или это уже как это все происходило. И вы знаете, что выяснилось? Что есть две крайние, ну, как обычно, есть две крайние зоны, да, вот, как обычно, это крайняя зона, это проукраинская и четко пророссийская зона. Определить их разницы, они небольшие. Но вот эта серая зона, вот больше всего это называется серая зона, так, и в этой серой зоне мне очень понравилась эта социолог, она замечательная, она сказала так, говорит: у этих людей в одном кармане русская кепка, в другом кармане веночек украинский. То есть в зависимости от ситуации вынимается то или другое. Людям, по большому счету, все равно. То, что показывают или у нас, с одной стороны, допустим, это есть пропаганда, да, тоже это можно считать, что часть людей, повторяю, это две крайние зоны. Вот эти две крайние группы, они между собой будут бороться. Так? С одной стороны, мы демонстрируем о том, что там все-таки есть много проукраинского элемента, россияне демонстрируют о том, что все-таки это русский мир. Да? Так? Но все забывают о другом, все забывают об вот этих людях. Их превалирующее большинство, которые хотят спокойно жить, мирно, зарабатывать деньги, учить детей,
лечиться в нормальных школах, иметь какие-то свои права, квартиры, жилье, воду, качественную еду, которых больше ничего не интересует. Они хотят спокойно жить, так, заниматься своими любимыми делами и все. И вот это, к сожалению, я же говорю, что это всегда пропагандистские вот эти вещи, на которые реагируют люди. Я говорю, ну все забывают, я же говорю, вот это, а это серой зоне. Я думаю, что центральным моментом надо обращать внимание, изучать, контролировать, влиять именно на вот этих людей, для того, чтобы понимать их чаяния и сущность. И почему Украина вот до сих пор все 8 лет платила пенсии людям, которые украинские пенсии. Некоторые пенсионеры получали русскую пенсию, и украинскую пенсию, что, ну, их осуждать нельзя. И в Украине, и в России пенсии маленькие. Поэтому получение 2 пенсий каким-то образом на этой территории во время войны позволяло им жить. Пусть так будет, не вопрос. Так? И вот сейчас даже, вот, по крайней мере, когда возник вопрос у войны, а как людям платить пенсии? Ну, сейчас уже это очень сложно. Украинское государство сказало, по крайней мере, вот то, что произошло несколько дней, они сказали, мы будем продолжать платить пенсии этим людям. То есть все, несмотря на вот это, потому что это наши люди. Мы будем говорить, вот это отношение именно к этой, вот то, что я говорю, к серой зоне. Поэтому это, мне кажется, что этот шаг, да, он финансово очень тяжелый, так, потому что деньги надо на армию, деньги надо потому что ситуация по медицине и с ковидом у нас не сильно-то улучшается, немножко стало получше, но все равно 25-30 тысяч заболевших только выявленных, то есть это факт, несколько сотен умирает каждый день. Но тем не менее мы продолжаем считать, что это наши люди. Единственное требование, первое требование – это вывод войск с территории Украины. Это самое главное требование, которое выставляет Украина. Вывод войск. Так? Потому что как только выходят российские войска, значит, это означает только одно, что и Украина выходит на свои границы, так, дальше мы будем говорить. Это основное требование. Россия выставляет требования сейчас на данный момент, но надо просто еще один момент указать в том, что Россия фактически легализовала свои войска на территории неподконтрольной ДНР, так званой ДНР и ЛНР, так, отдельных районов Донецкой и Луганской области. Она их легализовала, так, потому что они там раньше были, но сейчас это уже официально это идет. Это первый момент. И второй момент, и фактически, если мы раньше, то есть в сводках шло, что были убиты там какие-то люди, погибли с той стороны, то со стороны оккупантов, так то называли, что это там якобы это были там представители какого-то местных, так, хотя все прекрасно знали, что это далеко не представители Донецкой или Луганской народной милиции, так как это называется. Нет, это кадровые офицеры, солдаты российской армии. Сейчас они легализованы. Они сейчас могут носить шевроны, они могут сейчас рассказывать о том, что вот они воюют с украинцами. И мы прекрасно понимали, что если тогда мы тогда воевали с русскими так, войсками, и сейчас мы воюем реально с русскими войсками. Потому что ни одна страна, то есть то количество вооружения, которое обладает сейчас так называемые первый и второй корпуса, так в Луганске и Донецке, в украинской армии столько их не было никогда. То есть речь идет о 600-800 танков, понимаете, то есть речь идет о сотнях артиллерийских систем, не говорю бронемашин, там, которые идет счет до 1000. То есть это серьезные вещи.
Так, я не говорю о снарядах, ну, то есть откуда запасы, ну, сколько запасы снарядов беспрерывно, ну, запасы патронов, снарядов, автоматов. Так, те, которые были захвачены вооружением, по номерам автоматов мы видим, что это крымские автоматы, которые остались из складов, из Крыма еще, потому что они все переписаны, все же известны. То есть, ну откуда они появились? Ну, всем же понятно. Тут даже это... Да. Поэтому основное требование – это уход России с украинской территории войск. Дальше тогда мы можем обсуждать вопросы, каким образом мы будем проводить выборы, каким образом мы будем строить самоуправление на этих территориях. Тем более, что учитывая такой классический момент, что у нас в Украине сейчас проходит, ну уже реализовано, проходит этапами децентрализация, то есть есть территориальные общества, да, которые могут решать свои вопросы, пожалуйста, никто не говорит об этом, но вопросы внешней политики, так, вопросы системы государственного управления, на это ни одна из общественных этих самых территориальных обществ не влияет. Они могут влиять только одним путем – направлением своих депутатов. То есть как происходит? Ну, потому что у нас парламентская республика, парламентско-президентская республика, поэтому вот таким образом она может влиять. Но все вопросы образования, медицины, строительства, там, чего угодно, так, это все, пожалуйста, это на своей территории. Пожалуйста, решайте. Есть общие законы украинские, есть многие права в этих самых. И ничем, на каком основании эти районы должны отличаться от, например, Закарпаття или там Черновцов, или Винницы, да, где тоже достаточно много национальностей, которые там могут. Пожалуйста, есть национальная школа. Еще надо отметить один вопрос. Когда говорили о наступлении на русский язык, и, да, это одна из самых расхождений больших тем. Количество русских школ в Украине не ограничивалось. При том, что там и было украинская школа, русская школа. В украинских школах были русские классы. Не вопрос. Не возникало такой проблемы вообще. Я вот сейчас не могу сказать, сколько было русских школ, но в Донецкой и Луганской области они были превалирующими. Никто в этом проблемы не видел. Там читался украинский язык, люди сдавали украинский язык и украинскую литературу. Почему? Потому что надо было сдавать, ну, многие люди общались, надо сдавать в университете, преподавание в университете на украинском языке, ну, значит, язык надо знать. Но были русские учебники, русские... Никто даже, повторяю еще раз, над этим никто не задумывался, и этот вопрос никто не решал. Надо, пожалуйста, не вопрос. Но как только, повторяю, произошли эти события, и когда спровоцировали, начали говорить о том, что там, где русский язык, там русский мир, то есть не мы начали этот вопрос, и мы поняли, что русский язык является средством для агрессии, то есть причиной агрессии. Я вот только не могу одного понять. Вот, например, если мы берем, вот, например, в странах Африки очень много стран, где государственным языком французский. Но Франция что, не претендует на их территорию? Ну, не претендует. Зачем? Это бывшие колонии французские, да, так и было. Но она же не претендует по языковому принципу, что там французский мир. Ну, не говорят на французском. Есть местные там языки, на которых это, ну, государственный французский. И все его знают, никто не сопротивляется. То есть в данном случае у нас, пожалуйста, можете говорить на русском, можете говорить, я с вами же говорю на русском, вроде неплохой русский. Да. Поэтому у вас неплохой русский, но это же не означает, что на этой территории должна быть Российская Федерация. Это не есть основание.
И это, к сожалению, но для России, не говорит, там, где русский язык, там русский мир. Все. И поэтому, если начинаются такие заявления, эти заявления приводят к тому, что начинается украинизация. Потому что мы увидели, что если и речь идет о том, что нам заявляют о том, что мы должны иметь русские каналы, мы должны иметь русские школы, мы должны там иметь русские общества, и мы задаем ответный вопрос: а сколько украинских школ в Российской Федерации? При том, что там проживает несколько миллионов украинцев. Знаете сколько? Ни одной. Ни одной. Вообще ни одной. Ни одной школы украинской нет. Ни одной. Понимаете? То есть, а украинские сообщества, которые, вы прекрасно знаете события, украинская библиотека в Москве закрыта. Украинские общества культурные, культурно-просветительские в России закрыты. Да, обязательно. Вам надо максимально, я вам сразу говорю, вам надо максимально уходить от российской ономастики, от русских названий, уходить категорически. Как по мне, надо максимально избавляться от этого, да, приводить их к историческим названиям. То, что характерно для Казахстана, для вашей истории. Почему? Потому что мне кажется, что Казахстан, по моему мнению, это мое личное мнение, Казахстан был оккупирован, да, это была тяжелая страница Российской империи, и когда россияне опять же говорят о том, что там не было никаких, мы создали страну, мы туда пришли, мы принесли культуру. Подождите, я все понимаю, а Чакар Валиханов откуда взялся? Откуда он взялся? Если там все было пусто, то откуда эти люди взялись? То есть если там жили люди, значит у них были своя культура, свои географические названия, свои названия поселений. Так. Откуда это взялось? Алма-Ата откуда взялось? Так? Как мне кажется, да, там другие названия, не просто так не появились же. Значит, а вот эти русские названия, да, это элемент вот этой оккупации. Это реальный элемент оккупации. И вот сейчас вот этот вопрос ухода от российской, как Российской империи, если мы уходим сейчас от Советской империи, то второй этап у нас ухода от Российской империи. Это очень тоже важно, чтобы, как для подчеркивания, в первую очередь, тоже идентификации. Меня могут, допустим, обвинить в том, что я жесткий такой националист. Вы знаете, то есть, когда я об этом говорю, я до 1 марта 2014 года я не был украинским националистом вообще. Я достаточно осторожно относился к этим всем вопросам, лично я. Можно сказать, что у меня были достаточно пророссийские даже воззрения. И я считал, я один из тех, кто считал, что да, мы с Россией никогда воевать не будем, это невозможно. Я один из человек таких. Но после того, что произошло 1 марта 2014 года, захват Крыма и эти дальнейшие события, они превратили меня в жесткого националиста. Я не говорю, что я приверженец Бандеры, Нет, я приверженец украинской самоидентификации. И это сейчас центральный момент в моей реальной жизни, в этих реалиях. Понимаете, мы бы призвали, мы это просим, но, к сожалению, НАТО, политические деятели категорически отрицают, что они будут воевать на территории Украины. Во-первых, это означает только одно. Это означает то, что НАТО столкнется с Россией напрямую. Так?
Да, это мировая война. Это надо понимать, что это мировая война. И поэтому НАТО говорит, мы будем вам помогать, так, в реформами, деньгами, мы будем помогать где летальным оружием, где нелетальным. Так вот, например, Канада, вот очередной борт у нас сел, привез боеприпасы, то есть эта часть стран Прибалтики передают нам боеприпасы, оружие, то есть то, которое это есть, это нужно. То есть поэтому они будут помогать. Но, понимаете, есть часть стран, НАТО же неоднородно. Надо тоже понимать, НАТО неоднородно. Например, даже страны Прибалтики и Польша, так, это страны, которые испытали на себе советскую оккупацию. И в очень жесткой форме. Так. И они говорят о том, что мы будем делать все, чтобы вам помочь. Вот сейчас уже Польша говорит, мы примем беженцев, если надо. Не вопрос. Литва заявила об этом, Румыния об этом заявила, что мы в случае гуманитарной катастрофы мы примем беженцев. Они в принципе, готовятся к этому. Говорят, дай бог, чтобы этого не понадобилось, но они готовы. То есть они это понимают. Но если я не могу спрогнозировать, как поведут себя вот эти страны в НАТО, если Путин двинется вперед, дальше двинется. Потому что эти страны, как никто, страны Восточной Европы, понимают, что следующие будут они. Это бывшие страны Советского Союза, ну, то есть и Варшавского договора. В первую очередь это Прибалты, да, это Прибалты, та же самая Польша. Это и речь идет о Европе. Что будет в сегменте Центральной Азии, пока, ну, я, к сожалению, не специалист. У нас есть ребята, которые очень плотно этим занимаются, да. Это Игорь Семиволос, это есть институт востоковедения, так. Они вот плотно занимаются и Казахстаном, и в первую очередь Казахстаном, Таджикистаном, центральной историей Центральной Азии. Вот в этом плане они очень хорошо разбираются в течение там, глобальной политики. Но с точки зрения, я думаю, что этим странам надо опасаться. Опасаться, Центральной Азии надо опасаться, потому что интересы России лежат не только в Европе, но они лежат и в Центральной Азии. Опять же, это Киргизия, это опять же это Таджикистан, так, как бы там не говорили, что это зона влияния Китая, но Россия постарается не упустить свои возможности наложить лапу и на эти территории. Да, пытаться воссоздать империю. Почему? Потому что почему-то в российских мозгах, в российских политиков, так, есть такая, вот я не могу понять, почему важна территория сейчас. Территория как таковая в глобальном мире не нужна. Так? Если речь идет о ресурсной, да, вот ресурс, почему? Скорее всего, что у них мозги эти направлены, потому что у них экономика ресурсная. Ресурсная экономика. Вот это проблема России, это ресурсная экономика. Потому что ну, они не пытаются работать с людским потенциалом. Зачем Японии, ну да, Япония бедная страна в смысле ресурсов, но это одна из самых богатейших стран Европы. Почему? Потому что у них самый большой потенциал – это людской потенциал. Так? Посмотрите на Израиль. Это одна из мировых площадок технологий, технологических площадок. Что в том Израиле есть? Камень, песок. С помощью капельного полива и систем агрономии они заваливают продуктами питания не только свою страну, но еще экспортируют очень много на рынок. Понимаете? То есть вот, а кто это создал? Это же не создали люди, это придумали люди. И вот проблема России, повторяю, это в ресурсной экономике, потому что она видит свой потенциал не в людях, а в ресурсах продавать. А это почему проблема? Потому что мы говорим, опять же, выходим на промышленно-финансовые группы, которые занимаются чем?
В первую очередь продажей ресурсов. Вот и все.